Сегодня, пожалуй, тот случай, когда тишины, как в библиотеке, быть не должно. Издатель и публицист из Москвы Борис Куприянов как раз и приехал, чтобы общаться. В зале библиотекари со всей Хакасии. Как сделать храм книг современным? Сейчас уже приходят и снова говорят: а что у вас новенького почитать? Это у меня уже все прочитано. И как-то вот вопрос вот в этом стоит, чтобы почаще обновлялся фонд. Каждая библиотека постоянно говорит: обновлялся фонд. Читатели все перечитали, приходят запросы. А куда вы будете отправлять старые книги? Впрочем, эксперты приехали в Хакасию обсуждать скорее более глобальные проблемы библиотек. Как заманить читателя электронной литературы, внедрить современные тенденции, функции и формы. По мнению Бориса Куприянова, за библиотеками большое будущее. Главное сегодня – проложить к нему путь. Тысячи и тысячи книг, которые есть в библиотеке, это знание, накопленное тысячелетием человечества. И дать возможность человеку воспользоваться этим знанием, помочь ему разобраться в той информации, которая в библиотеке хранится, и в мире вообще как есть. Это задача библиотекаря. Мне кажется, что сейчас, в наше время, как раз потенциал библиотек огромный. По сути, беспрецедентный проект «Пространство Библио Сибирь» проводит фонд Олега Дерипаска «Вольное дело» при поддержке компании EN+ Group. В течение 2 лет планируется провести массу мастер-классов, лекций и семинаров. До создания модульной библиотеки фонд обещает грант в 5 миллионов рублей, а в 2017-м организует фестиваль-ярмарку в Иркутске. Нам нужно, чтобы люди были просвещенными, образованными. Поэтому мы решили поработать с библиотеками как таким универсальным ресурсом, количество благополучателей, от развития которых будет максимально широко. Среди экспертов сегодня необычный гость. Вячеслав Стоянов, директор уникального предприятия солнечной электростанции Евросибэнерго. Бизнес, как и принято, думает на несколько шагов вперед. А развитие библиотек, а вместе с этим и общество – самое оно. Мы с вами, по сути дела, стоим перед формированием качественно нового человека, задействованного в производстве, который будет обладать совершенно другим уровнем знаний. Комплексных знаний, не узких специалистов, а культурно образованного человека. EN+ уже инвестировала в развитие Восточной Сибири в целом около 400 миллиардов рублей. Компания сегодня уделяет много сил спорту, образованию и библиотекам еще и для того, чтобы на работу приходили современные, образованные и здоровые люди. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.